Сегодня мы поговорим о его способности воздействовать на раковые клетки и опухоли. В чесноке образуется одно важное вещество — соединение, которое отвечает за этот эффект. Оно называется аллицин. Это вещество выделяется, если зубчик чеснока раздавить. Также его выпускают в виде добавки. Его преимущество в том, что он атакует раковые клетки, но не трогает остальные. Посмотрите, что он может. Первое. Это соединение замедляет рост опухолей. Второе. Оно блокирует рост раковых клеток. И есть исследования на людях, не просто опыты на мышах. Третье. Аллицин запускает в раковых клетках процесс апоптоза. Что же это такое апоптоз? Грубо говоря, раковые клетки совершают самоубийство, и это просто отлично. 4. Оно имеет антипролиферативное действие. Это означает, что оно не дает раковым клеткам расти и размножаться. По сути, чеснок останавливает рост раковых клеток. 5. Оно защищает от воздействия химии. Вокруг нас множество химикатов. Чеснок обладает способностью снижать токсический эффект от этих веществ, включая воздействие химиотерапии. Так что, если у человека рак, и он проходит химиотерапию, чеснок может защитить от токсического эффекта. 6. Аллицин, содержащийся в чесноке, может запустить процесс аутофагии при раке печени. Аутофагия — это процесс, когда организм перерабатывает и сам разрушает определенные клетки. Поразительно, что чеснок на это способен. Можно подумать, что этим должны пестрить передовицы газет. Но, к счастью, чеснок нельзя запатентовать.